Четыре человека. 5. Коллеги, подождем еще пару минуточек. Пять человек это мало, конечно. У всех было оповещение. Да? Ну, в прошлый раз как-то в процессе сыпались, Стас. Всегда, да. Здравствуйте, коллеги! Предлагаю начать наше небольшое мероприятие, которое мы затеяли в рамках проекта «Модельный четверг». В этом мероприятии мы планировали работать с модельными библиотеками, чтобы у вас было как можно больше информации о тех ресурсах, мероприятиях, формах работы для применения вот именно работы в вашей библиотеке. То есть мы дальше будем продумывать эту программу. Но сейчас мы вот подробно остановились, да, на ресурсах. В прошлой встрече у нас были ресурсы президентской библиотеки, те, кто участники помнят эту встречу. Я думаю, что она была плодотворна, и вы все, кто послушали, обратились в нашу библиотеку для того, чтобы найти пути подхода к этой библиотеке и присоединиться обязательно вот
к ресурсам этой библиотеки и использовать их как бы для наших читателей. Сегодня у нас в планах знакомство с Национальной электронной библиотекой. Этот ресурс был в обязательном порядке подключен во всех модельных библиотеках. Это было частью условий участия в этом проекте, поэтому я понимаю, что этот ресурс есть у всех. Ну и, естественно, ресурс наш, который разрабатывается нашей библиотекой совместно с вашими библиотеками, Национальная электронная библиотека Республики Коми. Я думаю, что все тонкости работы с этими ресурсами вы себе возьмете на заметку и по продвижению подумайте, как это все реализовать на местах. Большая просьба ко всем участникам в чате написать фамилию, имя, должность и библиотеку, которая присутствует на этой встрече. Вот, буду вам очень благодарна, если в научно-аналитический отдел вы отправите еще и списочные варианты, обычные, значит, в обычном текстовом формате. Можете просто в письме. Ну, приступаем к работе. Значит, сегодня с вами будут работать специалисты отдела автоматизации, правильно сказать, как и электронного обслуживания, Криворотова Ольга Васильевна и Глазова Ольга Александровна. В общем, удачи, стартуем. Давайте, как говорится, в добрый путь. Доброе утро, коллеги. Я расскажу вам немного о полнотекстовой электронной библиотеке. Она, оказывается, есть, да, уже на ваших компьютерах. Значит, Национальная электронная библиотека, сокращенно НЭБ. Так, это не тот. Вот. НЭБ – это проект Министерства культуры Российской Федерации, который был запущен в 2015 году. Марина Николаевна сказала, у вас уже у всех есть данный ресурс, да, то есть договор заключен с НЭБом. Итак, значит, Национальная электронная библиотека – это каталог изданий, которые хранятся в фондах российских библиотек, музеев, архивов и так далее. Это объемный сайт с удобным поиском, благодаря которому можно без труда найти книгу и полистать ее прямо в браузере. На сегодняшний день фонды НЭБ насчитывают более 5 миллионов электронных копий изданий различной направленности. Научно-образовательная литература, учебная литература, художественная литература, нотные издания, картографические издания, патентные документы, авторефераты, диссертации, монографии, периодические издания, газеты, журналы, альманахи. Среди них рукописные и старопечатные книги, например, Евангелие Апракос. Книга была издана в 1164 году. Периодика с 1875 года. Учебники дореволюционные и современные. Различные карты, открытки, плакаты. Лучшие образцы детской литературы. Оцифрованные все документы можно скачать. Вас приглашают. Еще раз. Оцифрованные документы можно скачать или полистать прямо в браузере через компьютер. Поиск в НЭБ. Чтобы найти в базах НЭБ требуемый документ, можно воспользоваться простым или расширенным поиском. Простой поиск осуществляется по автору, заглавию или тексту издания. Если вам нужен конкретный документ, то можно воспользоваться расширенным поиском. В НЭБ, как и во многих электронных библиотеках, есть разные уровни доступа информации для пользователей. Значит, есть такой уровень без регистрации, где доступны издания, открытые для всех, то есть издания, перешедшие в общественный доступ.
После регистрации на портале НЭБ.РФ будет доступен личный кабинет читателя, в котором можно воспользоваться набором функций, которые делают работу с электронными ресурсами более комфортной. Закладки, личные подборки, заметки, цитаты, история поисковых запросов. И издания, охраняемые авторским правом, будут доступны после заключения договора с РГБ и установления программы для чтения изданий из фонда. Любая библиотека, являющаяся юридическим лицом, может заключить договор с РГБ о подключении к НЭБ и в своих стенах предоставлять доступ ко всему контенту НЭБ. На сайте НЭБ есть раздел «Информация для библиотек», где подробно расписано, как получить доступ. Вам необходимо будет вначале отправить заявку, а затем подписать договор на подключение, если, конечно, он у вас не подключен. В Республике Коми на данный момент открыто 136 точек доступа к НЭБ. В сентябре 2020 года было выпущено мобильное приложение НЭБ Свет. Его можно скачать на все мобильные устройства, в нем нет рекламы и оно не требует оформить подписку. В приложении произведения из школьной программы, классика, современные литературные шедевры, научно-популярные книги. Вся литература тщательно отбирается и анализируется учеными, популяризаторами науки и преподавателями по 5 критериям: корректность, доступность, увлекательность, актуальность и общая оценка. Еще один проект НЭБ – книжные памятники. Главная цель книжных памятников – дать каждому пользователю возможность познакомиться с тысячами произведений, составляющими историческое и культурное наследие России, с редкими и ценными экземплярами карт, плакатов, афиш, рукописей и многого другого в высочайшем качестве оцифровки. Здесь можно посмотреть памятники книжного искусства, почитать западноевропейские рукописи, узнать, что такое инкунабулы. Слово инкунабула происходит от латинского инкунабула – пеленки, колыбель. Инкунабулами называют книги самого раннего младенческого периода в истории печатной книги с 1450-х годов до 1500 года. Использование фонда НЭБ поможет выполнять информационные потребности ваших пользователей, плюс вам будет предоставлен бесплатный доступ к более 5 миллионам документов. По всем вопросам обращайтесь по почте, по телефону. Спасибо за внимание. Я передаю слово Глазовой Ольге Александровне. Добрый день, коллеги. Рада всех приветствовать. Сегодня я вам расскажу о Национальной электронной библиотеке Республики Коми. Национальная электронная библиотека Республики Коми – это электронный ресурс, который мы формируем совместно с крупнейшими фондодержателями региона. Немножко информации. Мы этот ресурс формируем с 2008 года. На сегодняшний день в нем находится более 13,5 тысяч изданий на 12 языках. Кроме русского и коми, есть издания на финно-угорских языках, таких как венгерский, коми-пермяцкий, удмуртский. Также есть немецкий, французский, английский и другие. На сегодняшний день в НЭБ 14 коллекций, 31 партнер по наполнению. Еще раз, это ресурс, который мы формируем с другими фондодержателями. Например, Центральной библиотеки региона тоже помогают нам. Значит, и 90 точек доступа в учреждениях-партнерах. Мы бы очень хотели, чтобы и вы были в этом числе и пользовались этим ресурсом. В связи с тем, что мы электронный ресурс, то, конечно, я расскажу, как нас найти, как мы ищемся и вообще, как это все происходит. Итак, для того, чтобы нас найти, нужно просто иметь доступ к сети интернет и, например, в Яндексе набрать
НБРК. Я рекомендую сейчас пользоваться Яндексом, потому что в последнее время что-то Google нас не очень любит, и пока не очень хорошо мы там индексируемся почему-то вдруг. Вот. И, собственно, первый же в Яндексе мы будем наша электронная библиотека, в которую мы можем зайти. Итак, главная страница перед нами. Мы видим поисковое окно. Можно как простой, так и расширенным поиском пользоваться. Мы видим списочно все коллекции, которые у нас есть. Кликая, можно зайти в любую. Видим новости. Например, сейчас у нас свежие новости. Это 650 лет коми письменности в этом году и 95 лет со дня рождения коми-драматурга Горчакова. И рядом биографии. Кликая сюда, мы видим список авторов. Мы можем не просто, вот, например, кликая на Бабин, да, мы видим не только биографию, но и те издания, которые есть в НЭП. Что здесь хочется обратить ваше внимание, на какие моменты? Есть у каждой книжки, есть вот тут вот внизу, простите, в левом верхнем углу есть обозначение цветовое. Что это такое? Я сейчас расскажу, чтобы вы понимали, какие виды есть. Это уровни доступа. Какие уровни доступа у нас бывают? Итак, зеленый уровень доступа. Что это за доступ? Есть издания, которые вы можете прочитать из дома или из любой точки, в которой есть интернет. И для этого вам не нужно регистрироваться, либо авторизоваться. На этих изданиях стоит зеленый уровень доступа. Их можно почитать, еще раз посмотреть отовсюду. Есть издания, для чтения которых необходима регистрация. Она занимает минимальное количество времени и сил читателя. И доступ к этому изданию открывается сразу же после этой регистрации. Это издание с желтым уровнем доступа. Для того, чтобы прочитать эти два вида изданий, не нужно быть привязанным к конкретному месту. Из любой точки мира можно посмотреть их, главное, чтобы был интернет. Есть еще вид изданий, которые отмечены красным цветом. На них распространяется авторское право. И читать их можно только в библиотеках партнеров. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание, что нам очень хотелось, чтобы те, у кого еще не установлен НБРК, стали нашими партнерами и не только сами бы получили доступ к этим изданиям, но и предоставили этот доступ своим читателям. Ну и ряд изданий, которые имеют синий доступ, их можно посмотреть только у нас в Национальной библиотеке Республики Коми, так определили издатели либо авторы. Таких изданий, порядка 10%, это периодика и ряд изданий Комистата Республики Коми. Итак, сейчас, собственно, краткое резюме. Что нужно понимать по доступу? Для того, чтобы получить доступ к синим изданиям, нужно прийти в национальную библиотеку. Чтобы к красным изданиям, нужно прийти к библиотеку партнера. Зеленые и желтые можно смотреть с любого компьютера или телефона без привязки к месту. То есть мы говорим из дома, но это может быть откуда угодно. Теперь, наверное, основной вопрос, который вас интересует. Чем может быть полезна наша электронная библиотека вам и вашим читателям, и что вообще в ней интересно? Коллекций много, еще раз повторюсь, 14, но я бы начала с коллекции, которая называется «Зыряника». «Зыряника» – это коллекция, в которой представлены электронные копии редких изданий о Коми-крае, публикации классиков коми-литературы, а также копии книг из Российской национальной библиотеки. Если мы с вами в правое меню кликнем, год издания, то можем увидеть, насколько старые здесь есть издания. 1817 год, перечень видно, да, то есть это 19, то есть, в общем-то, издание начиная с 19 века. В общем-то, логичный вопрос. И зачем они нам, да, для чего? Кому могут быть интересны такие старые книги? Конечно же, тому, кто интересуется республикой, историей республики, историей своего района. Полезны для исследовательской работы школьников, потому что школьники сейчас ведут исследовательскую работу, и им иногда бывают нужны доступы к старым изданиям. И, в общем-то, можно даже проводить мероприятия на этих книгах. Например, да, я когда готовилась, посмотрела, у нас, оказывается, есть
в Зырянике книга, которая называется «Учителя-орденоносцы Республики Коми». В названии я наберу просто «Орденоносцы». Коллекция Зыряника у меня написана, значит, что есть в ней еще. Нажимаю кнопку «Найти», вот передо мной издание. Издание 40-го года. Для того, чтобы зайти в это издание, нужно провалиться туда в издание и нажать кнопочку «Читать онлайн». Вот этой кнопочкой мы раскрываем издание на весь экран, ну и дальше, двигаясь, либо продвигаясь между страниц кнопочкой вправо-влево, либо полосой прокрутки, можно это издание читать. Я спущусь вниз на оглавление, и можно увидеть, что, оказывается, очень много учителей, ну, достаточное количество, было награждено какими-то орденами. Пройдясь по содержанию, вы, может быть, вполне возможно, найдете и свой район, и свое сельское поселение, либо то есть то место, где вы живете, и, ну вот, например, да, остановимся, например, вот Артеева Мария Арсентьевна, зав. Учебной части Сторожевской средней школы. 65-я страница, мы уйдем туда, немножечко, вот, мы цифруем, то есть порядок не очень здесь, ну вот вы найдете. И вот и можно прочитать про этого человека, в общем-то, даже провести мероприятие, ну, рассказать детям про то, что был такой житель, который, да, чем он известен. Можно ограничиться этим. А вполне возможно, дальше, не знаю, там, есть родственники, которые вам расскажут о нем, либо с ними встретиться, либо с учителями переговорить, провести какую-то работу. И детям ведь интересно место, в котором они живут, да, и узнать, что есть еще. То есть, используя наш ресурс, потому что я думаю, ну, не знаю, вряд ли есть у вас такая книга, школьники, либо вы сами, либо жители села могут узнать об этом человеке. Вот. Также в Зырянике есть словари. Если мы название наберем словарь, то мы увидим русско-зырянские словари разных авторов. Ну, словари, в общем-то, по большому счету, очень здорово использовать в викторинах. Викторины – наше все. Познавательные викторины, и посредством этих викторин можно повысить мотивацию детей к получению новых знаний и общую эрудированность. Кроме словарей русско-зырянских, я уберу фильтра по коллекции, у нас есть еще словари памятка усилимских слов и коми-пермяцкие и русско-пермяцкие словари. В этом году мы планируем добавить русско-коми, коми-русский. Ну, в общем, количество словарей тоже будет увеличиваться. Так, это я вам рассказала про Зыряник. Огромный пласт у нас есть периодики, то есть очень большая коллекция собраний периодических изданий. Не могу на ней не остановиться, потому что их действительно много, и их можно абсолютно по-разному использовать. Итак, это издание с Коми-края с начала 20-х годов по сегодняшний день. Республиканский и районная периодика. Для удобства их, видите, большую половину они составляют нас, то есть их действительно очень много, 10 тысяч. Это периодика. Для удобства использования они делятся на две подколлекции. Это периодические издания советского периода до 91 год и с 92 по настоящее время. Давайте посмотрим, что есть в советском периоде. В советском периоде сразу можете обратить внимание, что блок, вот прямо вот видите, вот идут красные издания, в красном доступе издания, которые можно почитать только в библиотеках партнеров. То есть из дома почитать эту газету вы не сможете. Нужно прийти к партнеру. Либо, собственно, к вам, что нам бы и хотелось. Итак, какие издания у нас есть? Большой перечень изданий. Самые старые издания – это 1918 год. Это «Зырянская жизнь», которой нет ни в каком виде, ее у нас в фонде нет. Она
не очень такого качества такой оцифровки, потому что это микрофиши, микрофиш сделанные. Можно ознакомиться, почитать. Кто интересуется еще раз историей, такое вот старое издание у нас присутствует. Очень интересное издание, которое мы совсем недавно начали цифровать, и сейчас оцифровкой его занимаемся, это журнал «Комимо». Который это краеведческий и экономический журнал начала 20-х годов прошлого века. Ну, пардон, это уже позапрошлого. Прошлого, все правильно. Прошлого века, 1920-е годы. Вот они, мы с 24-го, и сейчас мы цифруем 28-й. Чем удобно им пользоваться? У нас расписано содержание, и можно посмотреть, что конкретно в этом номере есть интересного. Например, прям первый же открываю. Предание о Шипице. Кто такой Шипице? Наверное, я думаю, вы все слышали. Это герой, да, сказочный. Шипица в зырянских сказаниях играет роль, то есть это зырянский герой. И вот можно почитать предание, увидеть, что почему, и в принципе познавательно, и что-то на это можно даже построить, какие-то мероприятия, ну, было бы желание. Следующее. Тут же в Комимо тоже искала, думаю, ну вот можно ли найти что-нибудь интересное. Ну, понятно, Шипица – это что-то общее. Ну, понятно, про Уссу-Сольск очень много, потому что тот период писали в основном про Уссу-Сольск. Что-то ваше районное. И была удивлена, есть заметки о Серегово. Напоминаю, что звездочка наша, да, можно использовать ее чтобы убрать окончание. И вот есть, в 27 году писали о лечебных свойствах Сереговского курорта, и о Сереговском курорте тоже писали 26 год. Есть такая же информация о Ючевском заводе, то есть если поискать, то можно отыскать и свой район, и свое сельское поселение, свое место жительства. Кроме старых совсем изданий, есть издания, хорошо мы цифровали, и они представлены на газеты военных лет. Вот если посмотреть, да, даже по количеству, 40-й, 49-й год, 1300, почти 1400 изданий, 1400 газет, номеров, можно, ну, 45-й откроем, это газеты районные того периода. Пожалуйста, любое мероприятие, на них построенное, есть прям хорошие проекты, ну, которые называются «В то время», или о чем писали районные газеты в таком-то году, или в такой-то день. Тоже можно заниматься, находить, рассказывать. И поверьте, люди будут знать, что это у вас есть, они будут к вам приходить, потому что много людей, которые интересуются историей. Вот это просто проверено. Просто люди должны знать, что это есть. Ну и, конечно, не могу не сказать, вот сейчас мы с вами смотрели старые издания, об изданиях свежих, советского, вот наши, сегодняшние. Видите, 22 год, у нас есть свежие, мы включаем их. Мы, конечно, не включаем их так рано, так быстро, так как их включают издательства, но сейчас подфильтрую, чтобы было. Сейчас, минуточку. Вот, смотрите, вот сейчас уже появляются у нас апрельские газеты, которые, например, «Трибуна» вообще в свободном доступе можно почитать. Что-то в красном, ну, что-то есть в синем. То есть я уже вам говорила, что разный уровень доступа согласно авторскому праву есть. Чем полезна периодика? Ну, насколько я в курсе, с комплектованием у всех не очень хорошо, а уж на газеты, безусловно, денег не выделяется. И, в общем-то, и люди сейчас не выписывают периодику, как-то перестали в последнее время выписывать, но вот можно подойти в библиотеку, если у вас стоит, к вам могут подойти люди, если у вас есть доступ к НЭБу, и ознакомиться и почитать свежую периодику, что тоже очень хорошо.
Это вот периодика. Ну, то есть можно много, наверное, говорить, но я вот так коротенько. Что у нас есть еще из интересных коллекций? Ну, сказка на ночь в каждом доме. Аудиосказки и авторские сказки читают Габова, Козлова, Ломбина, и народные сказки на русских и на каком языках. Ну, как использовать? Ну, то есть все понятно. Дети любят сказки, сказки всегда востребованы. На любом мероприятии можно встроить и послушать сказку. Некоторые сказки у нас представлены и на русском, и на коми языках одновременно, например, «Зарань». Вот два звучания, русский коми. Тоже можно и при желании это каким-то образом связать, и при проведении мероприятия, например, на двух языках или при изучении коми-языка, тут тоже хорошо, и то есть можно знать, что это есть. У нас появилась новая коллекция, вот она прям совсем свежая, это видеоматериалы. Она совершенно небольшая, но очень хорошая. Здесь присутствуют два фильма телеканала Юрган, это документальные фильмы «Русский Страдивари» о мастере Семене Налимове «Балалаечники» и заслуженный артист ГУЛАГа об истории создания Воркутинского драматического театра. Фильм о Католиковой и 5 маленьких документальных роликов, которые созданы по проекту «Город с удивительной историей», которые рассказывают о 5 дореволюционных зданиях у Сысольска. Прям интересно снято, очень интересный рассказ, очень познавательно, можно даже вот просто самим послушать. Что еще, чем мы занимаемся в последнее время? Мы очень активно пополняем нашу библиотеку изданиями этнокультурного содержания из школьной программы. Вот для различных учебных курсов, они по-разному называются, разные используются, край, в котором я живу, история Республики Коми, литература Республики Коми. И вот многие из этих произведений, мы специально их цифруем и включаем в раздел, который называется «Писатели Республики Коми». Эти и другие, и другие, собственно, книги сюда же входят. Кто из авторов здесь присутствует? Ну вот, в общем-то, видите, Габова, Столповский, Попов, Журавлев, Печорский, ну, все известные имена, их можно почитать у нас, они в различном доступе. Приведу один пример, который мы, наверное, всегда всем рассказываем, потому что мы все являемся, ну, почти все, мы либо мамы, либо бабушки, и классическая схема вечером: ой, мама, мне бы надо завтра на урок, не знаю, там, произведение Журавлева-Печорского «Голубаны», да, где его искать, что делать, куда бежать. Ну вот, собственно, расскажу конкретно на этом примере, что можно сделать. Итак, нам нужен автор Журавлев-Печорский. Выбираем автор. Так, ошибка. Вот по запросу нам вышло 13 произведений Журавлева-Печорского. Обратите внимание, они все в желтом доступе. У нас заключен договор с автором. Автор, еще будучи в свое время, разрешил нам это использовать вот в таком виде, так что из дома можно тоже посмотреть. Но найти произведение Голубана вот так вот не представляется возможным, потому что это сборники, и в них, вот видите, в содержании, сейчас мало. Видите, какое количество? Просто так искать не очень удобно. Поэтому мы во всех полях прописываем Голубаны. И списочек у нас уменьшается до 3. Подсвечено. Это не наше произведение. Вот здесь вот мы видим, вот оно есть. Кликая на «Зайти», сразу же нас отправляет на эту страничку, которая есть. И можно это произведение, стихотворение прочитать, выписать, и, в принципе, его даже можно распечатать. Не очень удобно и, в общем-то, это целенаправленно сделана возможность печати, потому что авторское право, опять-таки, нас ограничивает во всем, но я сейчас покажу при необходимости. Мы уменьшаем лист, сводим его вот сюда вот влево, и, видите, подсвеченная часть говорит, что будет печатать. Вот я сейчас просто покажу.
При необходимости, вот, я могу распечатать это стихотворение, если мне нужно будет. Итак, много всего у нас есть, изданий в различных доступах, поэтому говорить могу много, но я думаю, что суть вы уже уловили о нашем ресурсе. НЭБ-РК полезен, я бы даже сказала, необходим в нашей работе. Вы действительно получите доступ к такому немаленькому объему информации для себя. Это и книги, и периодика, и фото, и аудио, и видеоматериалы. И, конечно, можете предложить этот ресурс для ваших пользователей. А ведь при отсутствии средств на комплектование это прекрасное подспорье. Кроме того, статус модельной библиотеки нового поколения подразумевает расширение предоставления услуг для пользователей. И, в общем-то, НЭБ-РК может быть одним из тех ресурсов, которые вы представите пользователям, если у вас его еще нет. Рекомендую после получения доступа к НЭБ-РК в вашей библиотеке обязательно рассказать о наличии такого ресурса учителям вашей школы. У нас учителя и школьные библиотекари с удовольствием используют НЭБ-РК в своей работе. Значит, что нужно сделать для того, чтобы получить доступ к Национальной электронной библиотеке Республики Коми? Я еще раз повторюсь, доступ – это такой способ захода у вас в библиотеке, при котором открываются красные издания. То есть сейчас, даже когда у вас нет доступа, вы можете для читателей и для себя открыть и желтый, и зеленый. А вот красный будет лишь тогда, когда вы заключите с нами договор. Но в связи с тем, что большинство из вас это не юрлица, да, я вам расскажу, как это делается. Значит, вам нужно заявить эту потребность в свою центральную библиотеку. Нужно, чтобы центральная библиотека обратилась к нам, мы обсудим технические вопросы и расскажем им, что и как нужно сделать. Обращаться нужно ко мне, координаты свои я оставлю. Кроме того, вот по этому либо городскому, либо сотовому телефону можно звонить мне по любым вопросам, которые касаются НЭБ-РК. Не можете вы что-то найти, не получается, не работает, не понимаете, как выходит статистика, пожалуйста, обращайтесь, постараемся помочь в этих вопросах. И сейчас немножечко информации для тех библиотек, в которых мы пробовали поставить НЭБ-РК на динамические IP-адреса. Они знают себя, но что-то вдруг у нас не получилось, потому что у кого-то получилось, у кого-то не получилось. Мы сегодня-завтра тестируем новую версию установочных файлов и вновь разошлем их в ваши центральные библиотеки. Хочу обратить внимание, что для вас это не будет, для библиотеки, для центральной, для вас это будет бесплатная услуга, да, то есть ничего не нужно доставлять, как в президентской, да, то есть никаких доступов, ничего не надо. То есть мы пробуем это сделать в тех условиях, в которых вы работаете, то есть на динамические IP-адреса. Собственно, вот у меня, наверное, все. Я не знаю, можете ли вы задавать вопросы. Если задаете, то задайте. И если вдруг вы не можете задать вопросы в чате, то обращайтесь, пишите, звоните. Рада всегда ответить и помочь. Вот, собственно, наверное, у меня все. Да, запись есть, запись ведется. Запись вместе с презентациями научно-аналитический отдел вам разошлет. И вы тоже не забудьте, пожалуйста, им отписаться, кто был, кто слушал. Ну и, конечно же, мы надеемся, что вы станете нашими партнерами. Хорошо? Все, всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Сделал, да?